Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Власти ввели фитосанитарный карантин на территории Вилюйского района из-за распространения жуков-усачей, которые вредят лиственным лесам. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Якутии, общая площадь зоны карантина составила свыше 39 тысяч гектар. Введение карантина предполагает запрет на вырубку деревьев и вывоз их за пределы зоны. Усачи вредят стволовой части древесины и обычно их считают опасными вредителями, которые могут поразить и убить деревья. Между тем, вторая волна грязной воды начала поступать в реку Малая Батуобуя. Все так же из-за прорыва дамб на Ирилявском водохранилище. Как сообщил исполняющий обязанности министра экологии, мирнинские инспекторы с помощью квадрокоптера фиксируют сброс в реку Ирилях. Сахамин Афанасьев отмечает, что вторая и третья волна загрязненной воды будут подходить до 10 сентября, пока не завершат работу по восстановлению всех дамб. Сейчас компания «Алроса» устанавливает там ограждение. Аварийное здание центральной бани на улице Чернышевского, 8 в столице республики будет снесено к концу года. Решение мэрии принято по жалобам горожан. Начальник управления Центрального округа Олег Неустроев отметил, что баня стала опасным объектом. С каждым днем повышается риск, что здание упадет без чьей-либо помощи. По его словам, к пустующему зданию постоянно собирается молодежь. Дважды происходили пожары. Сегодня двери латаем, завтра с другой стороны заходят, стекла разбивают. Дошло до того, что фотосессию устраивают, не понимают всю опасность, отметил он. За 10 дней операции «Быт» выявлены 11 человек, которые находились в федеральном и местном розысках. Как сообщает МВД Якутии, в ходе операции установлено местонахождение 5 граждан, находящихся в федеральном розыске, 6 в местном, 31 без вести пропавший, 18 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, но не прибывших к избранному месту жительства. Дополнительно выявлено и поставлено на профилактический учет 453 человека. Кроме того, в Якутии проверено почти 2000 иностранных граждан. Документировано 175 административных правонарушений. Ространснадзор предложил ввести административную ответственность за преднамеренное использование лазеров в отношении самолетов. За хулиганство будет наказывать штрафом до 30 тысяч рублей или арестом до 15 суток. Также предусмотрено увеличение в 10 раз штрафов за использование пиротехники. Кроме того, повышение штрафов планируется ввести за проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта. Например, гражданам придется заплатить 10 тысяч рублей вместо предусмотренной 1 тысячи. Гражданин России утонул. Еще несколько человек пострадали на водохранилище Пауэлл в США. Как сообщила газета Salt Lake Tribune, группа из 30 молодых людей арендовали лодки в гавани водохранилища и отправились в плавание по одному из маршрутов. Несколько человек начали купаться без спасательных жилетов. Поднялся сильный ветер, в результате один человек утонул. Несколько были ранены винтами судна. Еще несколько добрались до берега самостоятельно в состоянии изнеможения. Как сообщает издание, погибшим был житель Санкт-Петербурга, 20-летний Александр Курганов. Его тело было обнаружено почти на 3-метровой глубине. Мощный пожар вспыхнул на складе в Мельбурне. По данным сотрудников экстренных служб, там хранились ацетон и его производные, рассказывает Алена Островская. Промышленный склад загорелся в четверг утром на окраине Мельбурна. По данным пожарных, огонь вспыхнул около 5 утра по местному времени. Пламя стремительно распространилось по зданию. На место прибыли около 100 сотрудников экстренных служб. Наша тактика сработала. 2 здания находились в опасной близости от горящего склада. Мы сосредоточили свои усилия на предотвращении распространения огня в сторону построек. И нам это удалось. Пожарные рассказали, что на складе находились опасные химикаты, ацетон и его производные. Это и привело к столь быстрому распространению пламени. В воздух поднимались клубы черного дыма. Местные издания сообщили о закрытии школ, расположенных поблизости от склада. Жители призвали не покидать помещение без необходимости. Самолеты, которые должны были пересекать эту местность, были направлены в другие воздушные коридоры. Настоящий морской бой разыгрался у побережья Нормандии. Французские рыбаки пытались выгнать британские траулеры из бухты Сены, где те и другие ведут промысел гребешка. Французы считают, что их конкуренты по ту сторону Ла-Манша нарушают границы и установленные объемы лова, рассказывает Сергей Берец.
40 французских траулеров атаковали британских конкурентов в проливе Ла-Манш во вторник. Суда шли на таран, их команды забрасывали друг друга метательными снарядами и оскорблениями. Конфликт произошел из-за правил лова гребешка в бухте Сены у берегов Нормандии. Британцы имеют право вести здесь промысел моллюсков, но, по словам французского шкипера Антони Кенселя, нарушают все писанные и неписанные нормы и правила. Для нас установлены квоты и разрешенный период лова. У них ничего похожего. Они работают 7 дней в неделю, выскребают все дочисто, нагружаются под завязку и возвращаются домой. 3 судна получили повреждения. Как говорит Кенсель, плавсредство противника из стали, а у французов из дерева или пластика. Съемочная группа телеканала «Франс-3» наблюдала с борта одного из траулеров за ходом морского боя. Его остановило вмешательство полиции. Они убрались, так что дело того стоило. Британцы углубились больше, чем на 20 морских миль. Коллеги говорят, что мы выиграли этот бой, но войну пока нет. Конфликт из-за прав на лов гребешка в Ла-Манше тлел 15 лет. В последние 5 действовало соглашение. Более крупные британские суда ведут добычу круглый год, но дальше от богатых участков. Французские законы разрешают промысел с 1 октября по 15 мая. В этом году французам надоело, и они решили разорвать сделку. На этом пока все. Берегите себя.